сегодня дома, он сегодня один. Он немного болен, немного устал. Сам себе трубадур, сам себе господин. Он коньяк с когором зачем-то смешал, а за окном темно, смотрит в форточку ночь. И с какой-то радости парень напился, а ему, бедняге, уж ничем не помочь. Он устал быть тем, кем сегодня родился. Он забыл, как люди включают на кухне газ. Он чужую боль заглушил цитрамоном. Он глядит на стены и видит родной Прованс, где когда-то он звался графом Раймоном. Он вернулся на землю сквозь дни и года, 7 столетий назад безвозвратно ушедший. Вспоминает об этом Раймон иногда, а друзья говорят про него сумасшедший. И снова битва идет для него каждый день. Только ныне масштаб поражений не равен, от былого осталась лишь зыбкая тень. Там Тулуза сдана, здесь запаян экзамен. И Раймон седьмой допивает остывший чай и срывает морфином незримые узы. Идет поутру молитвы свои читать в католический храм Альбегойской Тулузы. Возвращаясь назад, он неспешно идет, игнорируя огненный взгляд светофора, ибо знает, что знамя его упадет, и растопчут его крестоносцы в амфорах, и отбывает он вновь летний свой карантен. Заблудившись среди бесконечных тропинок, ищет отдыха в